самого утра гостей встречали у центрального парка Тереклим-Мектеп. Именно здесь проходили все праздничные мероприятия. 16 подворий, а это стилизованные юрты, в которых накрыты столы, площадки для танцев и, конечно, выставки. Это предметы быта, картины и изделия ручной работы. Это шарф кумыкский мне подарила Рукет Старханова, моя подруга, поэтесса, кумычка. Но я решила сочетать нагайское с кумыкским. Тоже тюркский народ дружественный. Курлеме, талтолма, кукурузный хлеб, а еще нагай-чай и много-много других национальных блюд. Гости заходили в один шатер, затем в другой и так по всему парку. В один праздничный день можно легко познакомиться с традициями и культурой целого народа. Его богатство мы, наши ушедшие, которые вложили очень много труда, чтобы сохранить, создать, укрепить районы. Их целая плеяда наших ветеранов. Сегодня молодежь растет неплохое. Учатся прекрасно наши дети, и где бы ни было. Олимпийцы просто глаз радуют. Так что есть чем гордиться. Трудолюбивый нагайский народ представлен на празднике жителями таких профессий, как учитель, врач, тракторист, фермер. Именно их чествовали и на торжественной части, где был зачитан поздравительный адрес от главы республики Владимира Васильева, а затем присвоены звания и вручены почетные грамоты. Моя задача вовремя доставить в центральную районную больницу больных села Кумбатара. Учить и воспитывать. Вот самое главное. И своим примером показывать, что вот так надо жить. Чтобы дети увидели, как я живу, чтобы они тоже в будущем жили вот так. Вот и глава района называет самым большим богатством свой народ. И задачи ставит себе высокие, заметно улучшить качество жизни людей. Это история, это культура, это традиции. Вот мы сегодня 90-летний юбилей района отмечаем. Мы чествуем наших тружеников, чествуем ветеранов, чествуем молодежь, которые внесли огромный вклад в развитие района и республики, и страны. И поэтому у нас очень много гостей Чеченской республики, Карачаево-Черкесии, наш Нефтекумский район, наши соседи. Мы всех их приветствуем, и мы очень рады, что вместе мы отмечаем этот юбилей. Богатство народа в первую очередь в истории, а история тесно связана с лошадьми. Их они очень любят, и поэтому без показательных выступлений не могло и быть. Участвовать тоже буду, просто не соревнуемся же мы, да? Просто вот так покажем людям, ну что, есть лошади, есть наездники. Самым зрелищным, азартным и динамичным на протяжении нескольких веков остается табан-терес. Это один из национальных видов спорта нагайского народа. Двое смельчаков перетягивают палку на свою сторону. Побеждает самый ловкий и смелый. Эти и другие, так сказать, национальные состязания всегда пользовались популярностью нагайцев. Быть сильным и смелым означало для мужчины быть в почете и жить в достатке. Спортивная и культурная часть программы погрузила гостей в богатую историю нагайского народа. Патимат Ахмедилова, Сираждин Убрынский, Вести, Дагестан.